Жители улицы Азовской в сельском поселении Сурхахи ждут решения давней проблемы. Со своей бедой они пришли в нашу программу «Депутатский мандат». Ведь собственные обращения к местной власти результата не принесли. Еще в марте глава администрации пообещал благоустроить улицу, но с тех пор ситуация не изменилась. Люди надеются, что с помощью нашего телепроекта их услышат. С марта по октябрь 7 месяцев ожиданий, но за эти полгода на улице Азовская не появилось ни грамма асфальта. Отчаявшись ждать, люди взялись за решение другой острой проблемы – изношенного водопровода своими силами и за свой счет. Ломаются у людей машины, водяные трубы. Оттуда дождь приносит сюда кучу камней. Образовываются ямы. Асфальт здесь и впрямь стал роскошью. Он вроде и есть, но настолько ветхий, что слился с гравием. Еще в 2007 году жители собрали средства для благоустройства своей улицы. Вместе с асфальтом заменили водопровод. А сейчас все пришло к прежнему состоянию. Здесь старики живут, здесь дети. Например, мы боимся ребенка отпускать, потому что ребенок же он не контролирует себя. Он может побежать и упасть, потому что здесь яма на яме. После дождей здесь невозможно вообще не проехать, не пройти. Хотелось еще бы добавить, что на этой улице живут участники СВО, есть без вести пропавшие участники СВО, есть погибший участник СВО тоже, и жил ветеран войны, Великой Отечественной войны. Почему же данные 7 месяцев назад обещания так и остались словами? С этим вопросом мы снова пришли к главе администрации села Мустафе Мидарову. Его на месте не было, но он ответил нам на телефонный звонок. Да, действительно, я обещал. Но у нас счета арестованы из-за кредиторку. Задор Амурска. Думаем, в этом году откроют счет и работа будет сделана. Но пока в администрации разбираются с арестованными счетами, жизнь на Азовской не замирает. Здесь живут двоюродные братья Дакиевы, Ильяс и Ибрагим, которые прямо сейчас выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Здесь же живет мать погибшего на СВО Ильяза Аушева, который еще при жизни получил орден мужества за отвагу. Именно этой категории людей помощь и внимание нужны больше всего. Его просто уже десятилетиями администрация обращается. Улица, носящая имя «Море героя», сегодня сама ждет своего героя. Как выражаются жители, они ждут того, кто сдержит слово и даст ей новую, твердую дорогу. Пока же азовчане, среди которых семьи защитников Отечества, вынуждены сами прокладывать трубы и обходить стороной официальные обещания, которые, похоже, тоже сделаны не из прочного материала. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Хасан Евлоев, Магаз 24.